началась еще в 1939 году. Германия напала на Польшу, и все, и понеслось. 1939 год в нашей семье, он очень такой утратный, можно сказать. Хотя война была где-то за пределами страны даже. Потому что 1939 года умер брат мой. 1939 года Анатолий. Вот. Ну и вот эта обстановка международная тяжелая. Тут началась еще и финляндская война, советско-финляндская война. В общем, эта обстановка была такая тяжелая. Страна укрепляла свои военные силы, поэтому народ, в общем-то, испытывал тяжести и с питанием, и с проживанием, с комфортом. В общем, тяжелое время было, предвоенное, вот наше. И именно поэтому у нас в семье было уже 5 детей. Отец, мать и 5 детей. Старшему брату было в начале войны 16 лет. И дальше 4 девочки. Меня еще не было. Значит, меня не было, но на семейном совете родители решили, что 6-го ребенка не стоит заводить, вот, потому что явно будет война. Как бы ощущалось это, витала эта тяжелая весточка, весть витала в атмосфере, среди разговоров людских. Ну и в печати было уже так. Не поэтому, когда мать забеременела, решили избавиться от этого ребенка, то есть от меня. Вот. В то время в Советском Союзе аборты были запрещены, поэтому она пошла к народным средствам. Потому что я уже в таком малом возрасте начал бороться, значит, с негативными внешними факторами, будем так говорить. Вот. И родился в 1941 году. И в 1941 году началась война. Значит, отца сразу призвали в армию. Сначала забирали тех мужчин, которые, в общем-то, с опытом ведения войны, а он был участником революционных событий и вместе с армией Фрунзе брал Перекоп, пулеметчиком был в Красной армии. Ну, он, как, значит, опытного бойца, его забрали сразу. А потом, через месяц, начали брать уже 23-24 годов рождения ребят. Ну и через 2 года после начала войны забрали, значит, старшего брата Антония. Вот, он попал в зенитные войска. Вот, прошел всю войну, был 2 ранен. А когда учился он в школе здесь в Якутска, в Намцах, было удивительно легко ему давались все предметы. По всем предметам у него одни 5 были. Причем мать рассказывала, что он домашнее задание делал мгновенно. Вот пришел, открыл задачу, раз решил, и все, побежал там или гулять, или что-то помогать. И его, как лучшего выпускника, не ученика, значит, рекомендовали. Тут несколько еще ребят из Якутска были, а мы жили в Намцах. Вот. И рекомендовали в Артек. В 1939 году они, в общем, посетили
Артек, он рассказывал потом неизгладимое впечатление на всю жизнь. А вот война, в общем-то, его, вот эти ранения в голову, 2 ранения, оба в голову, оно, конечно, негативно сказалось на всей его последующей жизни, имеется в виду вот, учебы, получение высшего образования там, по физико-математическим таким наукам. Правда, он окончил какую-то, значит, школу философского такого плана. Вот. И когда он воевал, значит, у них, значит, вот в этой армейской группе, значит, был медчасть, и он там познакомился с украинкой Валентиной Перепелица. Поженились они, приехали, ну, когда закончилась война, он приехал на Украину, в Мелитополь. И вот в Мелитополе они прожили всю жизнь. И сюда приезжали они вместе, иногда он один приезжал в Якутск к родителям. Вот. Так что война коснулась, конечно, почти каждой, не почти, а, наверное, каждую семью. Вот. Очень смело и откликнулись якутяне, когда началась война и открылась, значит, прием добровольцев. Интересно, вот сведения есть, что в первые же дни войны было в Якутске зарегистрировано где-то порядка 800 добровольцев. 800 добровольцев. Некоторые ехали из Улусов на лошадях, чтобы попасть на фронт, защищать страну. Такой был патриотизм. Некоторые ехали на оленях. И тех, которых забраковали, не взяли, ну, там по состоянию здоровья или по возрасту, они на этих оленях ехали до Иркутска или в Красноярск, чтобы там стать добровольцем. Вот такой был подъем, в общем-то. И вот этот подъем, вот это желание, значит, защитить страну, оно ощущалось до конца, до победы, по сути дела. Были благодарность родителям. Там, например, дорогой Иван Иванович, благодарим вас за воспитание сына. Или благодарим вас за воспитание дочери. И вот таких благодарностей, например, наша семья где-то получила около 15 или 20. Вот такая пачка была благодарностей. Естественно, что вот такие благодарности, они поднимали патриотический настрой у населения. Люди, ну, во-первых, соседям говорили, что пришла благодарность от Сталина за, значит, вот то, что воюет сын в армии. Великолепно было организовано перемещение заводов, фабрик с европейской части страны вот в азиатскую часть страны. Вообще настолько это было сделано грамотно, четко, с сохранением всего имущества, оборудования. В общем, перевозили, и тут же через несколько месяцев данная там фабрика или завод начинали функционировать. А вот это вообще загадка даже. Многие, вот я читаю в литературе, что просто удивляются, как это могли организовать в таком темпе. Такая страна, все, практически все оборудование, и промышленное, и сельскохозяйственное, продуктовое, ну, естественно, военное, танковые все заводы, тракторные заводы переоборудовали все в танковые. И все это делалось за Уралом уже. Начинали выпускать продукцию. Вот это, конечно, заслуга не только организаторов, то есть это организаторы были кто? Правительство страны.
Ну и, в общем-то, тыловые рабочие, тыловой народ работали-то на этих, в этих вот заводах, которые были запущены за Уралом. В основном-то женщины и дети. Вот это тоже, в общем-то, тот плюс, который способствовал победе нашего народа. Ну и на фронт, в общем-то, всюду были плакаты: все для фронта, все для победы. То есть люди готовы были голодать, но только чтобы солдатам было все нормально, и вещей, там, и продукты, чтобы все было достаточно. Ну, в общем, вот такие вещи, конечно, они... Ну, а голод, конечно, был очень серьезный, особенно вот в нашей республике. От голода у нас, вот по данным историков, умерло больше людей, чем погибло на фронте. Было мобилизовано, ну, пошли на фронт не только мобилизационно, по мобилизации, но и добровольно около 64 тысяч человек. Осталось, вернулось 40, то есть больше половины погибло. Ну и вот столько же погибло от голода. От голода я, например, сам испытал. Помню это дело. Где-то вот уже в 1945 году, где-то в феврале-январе, есть вообще нечего было. У нас в доме был такой комод до войны, значит, в нем мать пекла там хлеб сама. Всегда там были крошки такие, кусочки. А тут я вот как-то, она говорит, пришла, а я сижу в этом, забрался в этот ящик, где был раньше хлеб. Ну так там тут кроме крошек ничего не было. Я пальцем вот так вот макал и обсасывал пальцы. Вот такая. Помню, как мать варила из отрубей кашу. Это же острая, она, в общем-то, ну, то есть отрубь это уже без зерна. И они цеплялись вот так вот, задевали. Так больно было глотать, я помню это дело. Вот. Ну, вот колхозные, совхозные поля очень серьезно охранялись. И если ловили там тех, кто, значит, решил подкопать или убрать, значит, для себя, сразу же суд, в общем-то, очень жестко. Поэтому не трогали. В общем-то, такого бандитизма не было, такого серьезного. У нас здесь, в республике. Дети, которые захватили вот войну, и особенно вот послевоенное время первое, это люди, рожденные где-то вот 29-й, ну, где-то 30-й и 45-й, 47-й года. Вот эти люди, они, в общем-то, испытали вот голодное время войны. Практически все, кто жил в то время. Но война, она, на мой взгляд, она как-то сплотила народ нашей страны. Нельзя было вот такого повсеместного бандитизма не было. Люди, в общем-то, были как бы сопереживали. Особенно это проявилось, вот, например, Ленинградская блокада. Спасали тех ближних путем вот того, что сам не доедал, а отдал другому. То есть вот понятие дружба, взаимовыручка и так далее, все это, вот, в общем-то, во время войны как бы обострилось. И вот с поколения детей войны, это, в общем-то, те же шестидесятники из поколения
трудности эти их только закалили, придали раскрытию каких-то вот какого-то таланта у них. Вот посмотрите, какая когорта великолепных поэтов. Шестидесятники. Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадуллина, Рима Казакова там и так далее. Посмотрите, целая плеяда, причем таких великолепных поэтов. Ольга Бергольц, это вообще такие стихи писать голодному человеку. Вот я считаю, что война, она, в общем-то, если бы они, вот эта когорта, жила бы в другое время, то вряд ли из них получились бы вот такие великолепные писатели, поэты. Вот я считаю, что здесь война как бы оказала такую, в общем-то, подмогу, что ли, раскрытию интеллектуальных способностей у детей. Послевоенное время мы жили в Якутии, да, но отец работал главным бухгалтером в различных подразделениях. Якутзолото, там и другие промышленных предприятиях. А раньше, чтобы не было, значит, вот, всяких махинаций финансовых, главным бухгалтером больше 3 лет не ставили. Вот в каком-то предприятии 3 года проработал, меняешься куда-нибудь, например, в УСНРу, а из УСНР приехал на твое место. И вот таким образом отец сменил, значит, вот все, мы работали, жили в Нелькане, в Брендаките, в Мекчане, в Намцах, вот, в Амге. То есть вот переезжали и, в общем-то, такой вот увязки, ну, дружбы школьной, что ли, не получалось, потому что, 2 года, 3 года учился в новый коллектив. В новый коллектив там вообще надо как-то вклиниваться постепенно, чтобы с кем-то подружиться там и так далее. Нужно время и какие-то общие цели, какие-то интересы общие. Ну, в общем, вот школьные годы, они для меня они не очень хорошие такие получились. Я имею в виду в том плане, что не завязывалось таких вот привязанностей. Все-таки отец был один работающий, семье было тяжело. И когда, значит, я закончил 7 класс в 16-й школе, решили, что, в общем-то, хорошо бы, чтобы я поступил в речное училище. Я пошел в это речное училище, узнал какие-то специальности и выбрал гидротехническую специальность, то есть связанную с водой, гидротехническими там сооружениями. Вот, поступил, и вот там, значит, проучился 4 года. У меня, в общем-то, это уже как-то, это не 2 года, как в школе, а за 4 года у нас, в общем-то, появились у меня друзья там. А друзья, что это значит, какие-то совместные дела. Ну, значит, осваивали такие предметы, как гидравлика, гидротехника. Это очень серьезные такие предметы. Мы все сообща, все помогали друг другу. Очень был развит спорт в училище в то время. Это, значит, я учился 55-59 годы. И у нас была даже такая, значит, соревнование такое, кто больше по каким видам спорта получит разрядов, что ли. Это у меня набралось 13 видов спорта. Третий, больше 2-го разряда не поднимался я. Потому что надо было переходить на следующий вид спорта, начинать. Ну, в общем, я с удовольствием вспоминаю то время учебы. Практики очень интересные были по
на изыскательских партиях по линии от Якутска до Графского берега. Я практически знал все острова, судовой ход, потому что надо было проставлять все знаки. В 1959 году, когда окончил училище, я получил еще и аттестат зрелости по окончанию среднего образования. А почему я так сделал? Потому что хотел сменить специальность. И потом уже поступил сначала в Институт инженеров гражданской авиации. Хотел стать как брат пилотом. Вот. Ну, а там в институте никаких пилотов не готовят. Я когда здесь учился в училище, у меня у старшей сестры ухажер был, инженер, уже такой взрослый мужчина. Он приходил к нам, знакомиться там и так далее. Ну, потом часто приходил. Мне рассказывал, он говорит, я, говорит, окончил Новочеркасский политехнический институт, такой город, говорит, просто утопает в садах. Абрикосы, говорит, по улице растут, говорит, груши, все. Вот, я, говорит, устроился там, с общежитием была напряженка. Я, говорит, устроился там к одной старушке на квартиру. Ей помогал там опылять там, и так далее. А она меня, говорит, кормила. Утром, говорит, просыпаюсь, у меня стоит стакан молока или сметаны, и рядом тут абрикосы или сливы. А мне запало вот это. Думаю, вот здорово, вот такое вот. Я приехал в Новочеркасск, вот по этой причине приехал. Я тоже так же устроился у старушки, помогал ей там бить стволы яблонь, абрикос. Значит. Утром просыпаюсь, но не сметана, а молока. Парное молоко стоит, я выпиваю, 2 яблока или 2 груши и бегу на лекции. А у нас учился с Новочеркасска парень один. У него как раз, когда на первом курсе мы учились, у него умерли родители оба. Сначала мать, потом отец. Он остался один. Он говорит, что я буду один жить? Он пригласил 3 ребят еще. Меня еще там 2. И вот мы образовали коммуну. Это коммуна, мы разработали, значит, программу «Как стать личностью». Все расписали. Значит, ну и там все эти, значит, ходить на литературный кружок, чтобы развивать речь, значит, поэзией заниматься. Значит, обязательно, значит, спортивные, минимум 3 кружка походить. Обязательно, значит, прыгнуть с парашюта. Ну, в общем, целая программа была. И дежурство у нас. Каждый дежур по очереди. Утром просыпаемся, дежурный уже кашу готовит, там все. Ну, вот я с парашютом мне удалось. Из 4 один прыгнул, только я. А остальных там по состоянию здоровья. Ну, в общем, вот такая была. Переписываемся до сих пор мы. Вот студенческая, наша, как мы ее называли, братья студенческая.